Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какую неожиданную встречу готовит вам сама судьба? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и на неожиданную встречу. Давайте посмотрим, что это будет, с кем это будет и, возможно, когда. Настраивайтесь, задайте вопрос от своего имени. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Тут встреча с двумя людьми у вас идет. Сначала с одним человеком, потом с другим, а потом вам выбор. Вот так вот, мои хорошие. Предоставится выбор. Судьба двух людей будет в ваших руках. Даже трех, да? Тех двух, с кем вы встретитесь, и плюс еще и ваша, да? Уже вы будете решать и выбирать. С кем быть, в каких отношениях, кто будет счастлив, а кто нет. Ну, давайте пойдем по порядку. С первой встречи. Здесь у вас встреча с человеком, кого вы знаете, либо когда-то давно знали. Человек, который стал причиной ваших слез. Человек, который сделал вам больно. Человек, который много себе позволял в отношении вас. Ну, либо позволил себе какие-то непростительные ошибки. Человек, который в свое время был очень ярким, очень привлекательным, знаете, как говорят, желанный, как жених, да, желанный мужчина, респектабельный мужчина. Мужчина, который прям блистал, но жизнь его не пощадила. Либо его неправильный выбор, его неправильные действия, его неправильные поступки привели к тому, что сейчас он находится в каком-то ужасно подавленном, плачевном состоянии. Человек, который... вот как одиночка мне показывают, как волк-одиночка. Да, либо потому что воет от одиночества, либо вот как один остался, один как перст. Мужчина красавчик. Вот мне идет, что он был красавчик. А сейчас, вы знаете, такое вот создание, уставшее от жизни. Вот как-то так он выглядит. С этим человеком у вас встреча состоится в самом ближайшем будущем. У кого-то вот прям со дня на день, у кого-то, может быть, там через неделю-две. Но не больше, чем месяц. Вот точно вы встретитесь. И здесь этого человека к вам гонит сама судьба, чтобы он посмотрел на вас, кого он потерял. Возможно, этот человек задается вопросом, да, почему я такой несчастный, почему я такой одинокий, почему у меня все так плохо. Да? Возможно, судьба решила ему ответить на его вопрос, потому что вас обидел. Для вас и для этого мужчины встреча будет крайне неожиданной, причем в каком-то вот месте, в котором вы обычно не бываете. Какое-то вот место новое как будто бы идет. Может быть, первый раз туда пойдете, либо вы там давно не были. Вот именно там вы встретитесь. Встреча, которая для вас будет победоносной, а для него это прям... факап настоящий, извините за слово, тут по-другому и не скажешь. Просто времени много прошло, и за это время вы очень изменились, вы прям расцвели, вы превратились в настоящую женщину, такую, знаете, на миллион, да, красавица, умница. От вас какая-то энергетика идет бешеная, просто вот с ума сводящая мужиков. Вы в себе уверены, вы, знаете, взгляд у вас такой вот прям испытывающий, да, прожигающий. Вы женщина-мечта, вы женщина-загадка. Вы как шлейф за вами идет. Вот обычно шлейф там аромат духов, а у вас шлейф сильной, уверенной в себе женщины.
Вот, прям совсем другая стали. А он только хуже стал выглядеть. То есть его жизнь не пощадила, да. Он прям истаскался по жизни, какой-то неухоженный, какой-то такой, знаете, неприятный и очень сильно состарившийся. Вот. Он вас узнает, у него чуть ли там слезы из глаз не потекут, вот когда он вас увидит. Вы же тоже будете в шоке, потому что, боже, ну, в памяти у вас остался красавчик, а это прям какое-то жалкое зрелище. Вот. И вы так ему классно скажете что-то, вот как-то, ну вот дадите понять, что он вам прям совсем не интересен, что вы прям вообще его позабыли. Может быть, даже как-то тонко подколите в плане того, как он, ну, страшненько выглядит. Вот. Вы разобьете ему сердце в этот момент. Разобьете, вы заставите его вот прокрутить как кинопленку вот все, что было, все, что он там сделал, упустил, как он ошибки допускал, как он, ну, жизнь свою проиграл, понимаете? Вот все у него перед глазами пролетит. Ну и вы такая, да, ему там еще какой-то подкол, и пойдете с гордо поднятой головой. Там мужчина потом плакать, девочки, будет. У кого-то в прямом смысле будет плакать, но у кого-то, ну, сердце, душа будет плакать. Вот как судьба ему показала, да, вот ты обидел такую шикарную женщину. И вот теперь ты никому не нужный одинокий мужик. А она, он умница, красавица, живет свою жизнь, счастливую жизнь. Жизнь женщины на миллион, да, женщины-победительницы. Мне прямо идет, что вы ему даже как-то каким-то подколом отомстите за все свои болевые ощущения, за все свои слезы. Ну, собой вы будете прям довольны, у вас щеки будут гореть, вы такая, я молодец, я умничка. Ну, а мужик будет плакать. Вот так мне показано. Знаете, вот есть такое выражение, да, мордой об асфальт. Вот и у него будет такое ощущение, что его судьба просто вот об асфальт размазала. Вот когда вас показала, какой вы стали, какая вы шикарная, да, и как он вас потерял своей же глупостью, своими же ошибками, либо, ну, глупыми поступками, недальновидными поступками. Он долго будет об этом думать, и знаете, девочки, вы его замотивируете. Этот мужчина, он еще будет искать вас, он еще будет искать с вами встреч, он будет еще, ну, добиваться того, чтобы вы его выслушали. И замотивируете еще его немножко поменять себя. Ну, по крайней мере, привести себя в порядок. Там, волосы банально подстричь, да, может быть, там, растительность с лица убрать, одежду, там, пусть не новую, но хотя бы постирать, да, погладить. То есть на следующую встречу, когда у вас будет следующая встреча, когда он добьется этой следующей встречи, он уже будет выглядеть более опрятно. Вот. Ну, как прошлое возвращается, получается, да, судьба ему показывает, кого он потерял. Но и вам дает возможность получить свою сатисфакцию, отыграться, да, за те слезы, за ту боль, которую он вам причинил. Это первая встреча. Вторая встреча, здесь прям какая-то уникальная встреча. Здесь я вижу, что люди сидят как будто бы за одним столом, то ли какой-то, ну, праздник, может быть, мероприятие, может быть, просто с друзьями где-то встретитесь, а может быть, у кого-то в гостях будете. И там как гость мне идет, человек как гость. Ну, допустим, да, если вы у кого-то находитесь, то человек может как запоздалый гость прийти, позже всех прийти. Если вы, например, где-то находитесь в публичном месте, ну, допустим, там, пусть будет кафе, да, вот это просто банальный пример. Вы сидите со своей подругой, либо друзьями, да, у каждого по-своему будет, и кто-то, например, знает этого человека, его пригласят за ваш столик, да, вот как гость, поздний гость мне идет. Вот, вы этому мужчине сразу очень понравитесь, и вы прям почувствуете, что вот как будто бы искры пошли. Вот как колется, воздух колется, как сердце очень учащенно забьется. И он то же самое почувствует. Вот у вас энергетики, они вот прям идеально совместимы, и вы это почувствуете. Легким покалыванием, биением сердца, учащенным дыханием. Вот как-то так мне показано, что вот удивитесь очень сильно, скажете, ну что за реакция, да? Ну обычный мужчина, почему у меня такая реакция идет? И он вам покажется очень интересным.
И когда он начнет говорить, да, вы прям почувствуете, что и голос знакомый, что как будто бы вы его знаете, только вспомнить не можете. Вот то самое родство душ пресловутое, о котором все говорят, вот вы его почувствуете, вот как ваша душа его узнает и ему обрадуется, и его душа вас узнает и вам обрадуется. И вот смотрите, вы вроде как среди людей находитесь, но вы только друг на друга смотрите и с друг другом общаетесь. Но вот мне идет, что это именно судьбоносная ситуация, когда вы встречаетесь, когда вам позволяют друг друга увидеть. Очень много половинок по всему миру разбросаны, и очень много половинок никогда друг друга не встретят. А у вас, мои дорогие девочки, вот кто зашел на эту отсылку, девушки, женщины, вам судьба дает этот шанс, да, встретить свою родную душу. И не упустите этот шанс. Я не буду углубляться в эту тему, просто здесь не нужно упускать свой шанс. Такой шанс он 1 на миллион, вот поверьте. Вот, не упустите этот шанс и не забудьте обменяться телефонами, не забудьте с друг другом там списаться, либо созвониться. Я вижу, что здесь будущее есть, и будущее прекрасное. Только вот единственное, не поймут. У этого мужчины за спиной много дорог. То ли он приезжий, то ли он должен будет куда-то уезжать, то ли у него такой образ жизни, он как, не знаю, кочевник, туда-сюда ездит. Вот, это единственный минус, который я увидела. Но главное, плюс, это вы встретитесь, а все остальные минусы, я думаю, вы придумаете, как от них избавиться, либо как минусы превратить в плюсы. То есть это уже как бы на вашей совести, либо ваше решение. Что у нас по итогу? По итогу у нас 2 мужчины. Один справа, другой слева. Вы посередине, и вы должны будете одного выбрать. Либо одному из них дать шанс. Вот кого вы выберете? Того, кого вы знаете из прошлого, либо вот этого нового, с которым вы только-только познакомитесь. Да? Вот оба будут на вас претендовать, либо оба захотят быть с вами вместе. Вот она, вы стоите в красивом платье, сводите их с ума, к себе прям магнитите со страшной силой. Этих мужчин показали как 2 рыцаря. Видите? А тому, кто справа, вы руку вверх поднимаете, приглашающий жест. А тот, кто слева, вы руку вниз опускаете, как отталкивающий жест. Видите? Не могу сказать, кто из них кто. Хотя, в принципе, я уже догадываюсь. Но сами выбирайте, чтобы я на вас не влияла. Вот. Вы выбираете свое будущее. Вы выбираете свое счастье. Вы выбираете того, с кем вы разделите свою жизнь, разделите свою любовь. Вот. Кого вы выберете, это уже только лишь вы знаете, либо вы поймете, кого вам лучше выбрать. Но и тот будет вас добиваться, тот и тот будет за вами очень ярко ухаживать. И что интересно, вот этот из прошлого, видно, у вас не все чувства к нему угасли. Может быть, какие-то еще как угольки остались тлеющие. Хоть вам и кажется, что вы очень обижены и его разлюбили, но тем не менее, раз он здесь вышел, значит, все-таки что-то осталось. Вот. Может быть, вы увидите его искренность. Да? Человек, который столкнулся со своими ошибками, он начинает их исправлять. Он честно и искренне с вами будет об этом говорить. Может быть, вы такая скажете, время лечит, да. Может быть, и этот мужчина исцелился. По крайней мере, такой соблазн, такие мысли у вас точно будут. Вот, будете выбирать свое будущее. Но улетят у меня всего лишь только 2 птицы. То есть только 2 человека, им небеса откроются, они счастливыми станут, да? Только 2. Кто из них? Я не знаю, это будете выбирать вы. Но 2 птицы будут очень счастливы, вместе упорхнут. Вот так вот, мои хорошие. Вот такая вот неожиданная встреча, вернее, неожиданные встречи. Вы получили подсказку, готовьтесь, настраивайтесь и выбирайте достойнейшего. А лучше выбирайте себя и свое будущее счастье. Так будет правильнее всего. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.